Здравствуйте, вы смотрите выпуск Stop Fake News. Мы рассказываем о манипуляциях и пропаганде в масс-медиа и опровергаем неправдивую информацию о событиях в Украине. Меня зовут Марго Гантар. Громкая история прошлой недели о задержанном в Москве якобы украинском разведчике Романе Сущенко. Об этом сообщило множество российских СМИ, от ТАСС, НТВ, Rush Today, Спутника до Лайфа, Вестей и РИА Новостей. Что это за история? ФСБ утверждает, что Сущенко – кадровый сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании полковника. Согласно заявлениям, опять же, ФСБ, Роман собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск Национальной гвардии Российской Федерации, которые составляли государственную тайну и утечку которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности страны. Из доказательств, правда, приводится только видео с задержанием журналиста, где его ведут по коридору в наручниках. Насчет Романа. Роман Сущенко, журналист, работает в агентстве «Укринформ» с 2002 года, а с 2010, то есть последние 6 лет, цапкором во Франции. Об этом сообщает само агентство, опровергая заявление ФСБ. В Москву журналист поехал навестить родственников, говорится в заявлении. Об этом же говорит и его адвокат Марк Фейгин в новости, например, у ТАСС. То, что Роман Сущенко именно журналист, подтверждают как его украинские, так и иностранные коллеги. А его журналистские материалы можно найти на сайте Укринформа. Минобороны Украины также опровергла принадлежность Сущенко к украинской разведке и подчеркнула, что это уже не первые попытки российских спецслужб оправдать свои преступные действия во время задержания украинских граждан выдумками про несуществующих диверсантов и шпионов. Поддержку Роману Сущенко выразили и депутаты Европарламента. Направили письма президенту Российской Федерации, а также президентам Еврокомиссии и Европейского Совета с требованиями освободить украинского журналиста. Также на его защиту выступили международные журналистские профессиональные сообщества, «Репортеры без границ», Международная федерация журналистов. Там подчеркнули также, что этот арест не только нарушает международные нормы, но и подрывает свободу средств массовой информации. В этом поддержала их и Европейская федерация журналистов, добавив, что обвинения против Романа Сущенко сфабрикованы. Еще один излюбленный прием кремлевской пропаганды – объявить что-либо творением Государственного департамента США. Теперь это Меджлис. Как к этому вообще пришли? С 29 сентября деятельность Меджлиса крымских татар на территории России под запретом, как экстремистской организации. В ответ на реакцию США, отказ признавать решение российского суда, последовали заявления, что на самом деле во всем виноват Госдеп, который этот Меджлис и создал. Об этом заявил Дмитрий Полонский, представитель оккупационных властей в Крыму. Его большую цитату, в которой Полонский называет Меджлис любимым ребенком США, якобы вносившим раскол в межнациональные отношения на полуострове, распространил целый ряд российских СМИ: РБК, Лента.ру, Газета.ру, Комсомольская правда, Коммерсант и другие. Однако Меджлис – это не организация, это представительский орган крымских татар, и был он создан самими татарами, собственно, Курултаем, национальным собранием, избирается из его членов. Кроме того, Меджлис начал работать во главе с Мустафой Джемилевым еще до объявления независимости Украины в июле 1991 года. Как указывается в положении о Меджлисе, он подотчетен Курултаю, руководствуется его решениями, настоящим положением, нормами международного права и законодательными актами Украины. Согласно положению о Меджлисе, он может финансироваться из пожертвований от организаций, предприятий, учреждений, фондов и частных лиц, субсидий от международных и зарубежных, общественных, неправительственных и коммерческих организаций и органов. Информационные вбросы, что за Меджлисом стоит Госдеп, оккупационные власти Крыма делают не впервые. Об этом они, например, заявляли еще весной этого года, когда был поднят вопрос о причислении Меджлиса к экстремистским организациям. Издание «Украина.ру» опубликовало материал с манипуляционным заголовком, что Андрей Лысенко, спикер Минобороны по вопросам АТО, якобы приглашает боевиков из так называемых Донецкой и Луганской народных республик пополнить ряды украинских вооруженных сил. Публикация издания «Росбалт» и вовсе гласит о предложении бойцам сдаваться в плен вместе с танками и БМП. О чем речь? Речь об идее Лысенко под названием «Заработай, сохранив жизнь». Однако она немного о другом. Как сообщается в его посте на Фейсбуке, боевик, который перегнал на нашу сторону единицу вражеской техники, имеет право в суде на уменьшение или освобождение от наказания и получает денежное вознаграждение, как наши бойцы, за обезвреженную вражескую технику. Ни о каком приглашении на службу бойцов так называемых ЛНР, ДНР речь не идет. Таким образом, боевик сохраняет себе жизнь, получает приличные деньги на жизнь и сохраняет жизнь нашим ребятам,
которых могли бы с этой техникой повредить, лишает врага единицы техники и одного специалиста. В составе вооруженных сил Украины засчитывается почти бесплатная единица исправной техники. 6 в одном, перечисляет плюсы программы для украинской стороны Андрей Лысенко. По его мнению, это позволит ускорить завершение конфликта и сэкономить значительные средства. Также он напомнил о уже введенной СБУ программе «Тебя ждут дома». По ее условиям, боевики, которые одумались и не имеют тяжких преступлений за спиной, могут быть оправданными через суд и вернуться к своей семье. Это был выпуск Stop Fake News. Мы продолжаем наблюдать за работой пропагандистов и ловить их на лжи и манипуляциях. Если увидели что-то подозрительное, присылайте нам на проверку на почту или через форму сообщите о фейке. Больше опровержений читайте на нашем сайте stopfake.org. Комментируйте, ставьте лайки, делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами.